Виолы, бархатцы, цинерарии и хризантемы. Цветы – это самое яркое украшение делового центра. 78 тысяч кустов, которым не страшен мороз, будут радовать своим великолепием круглый год. Помимо этого, сказочно, да, разнообразных оттенков. Уникальная мечеть, похожая на Каабу в Мекке, старинные башни, как отдельный элемент архитектурного оформления, и парковая зона вместе создают неповторимый образ комплекса. Сейчас специалисты из Москвы заканчивают установку оросительной системы. Каждому саженцу обеспечен индивидуальный полив. Дополнительно в систему входит капельное орошение для каждого вазона с цветами. Засухи не страшны для этих растений никогда. На финишной прямой и комплекс Грозный-Сити. Самые высокие на Северном Кавказе здания тоже готовы к открытию. Осталось только навести порядок и провести последние штрихи в благоустройстве территории. Ну а главный, а теперь уже и самый красивый проспект Республики сразу и не узнать. Не говоря об общей реконструкции, построено 7 новых скверов и 5 фонтанов. Очень много сделано. Вот облицовка Бакинский камень, да, кровли шатровые. Благоустройство территории, там зеленые насаждения, деревья, газон посажено. Асфальт очень много уложено, видите, вот асфальт-бетонное покрытие, очень качественно. Да, действительно много сделано. Местные жители, которые стали свидетелями работ с самого начала и до конца, ждут не дождутся его открытия. При этом они признаются, что самые масштабные изменения произошли за последние дни. Проспект засиял, как будто в середине осени пришла весна. Проспект стал более просторным, светлым, современным. В общем, красавец проспект. Несравнимо, по-моему, на Северном Кавказе ни с чем не сравнимо. Люди, которые будут приезжать и заезжать, видеть все это, они просто будут поражены, я думаю. Раз мы сами так поражены и сами удивлены этому. Поэтому я могу только сказать, что мы почти в сказке. Откроют в День города и самую большую на Северном Кавказе республиканскую клиническую больницу. Она занимает более 70 тысяч квадратных метров и по масштабу в разы больше, чем Грозный-Сити. В клинике 20 отделений, 3 операционных блока, 600 койко-мест и немецкое оборудование. Работать здесь на первом этапе будут специалисты из Германии. Эта больница соответствует всем новейшим, последним стандартам строительства медицинских учреждений. По той причине, что все тут удобно, расположено, эргономично, есть все подсобные помещения, удобные палаты. Кроме того, есть палата повышенной комфортности. Вот, созданы условия для адекватной, активной работы врачей. Ну а главной сценой 5 октября станет это. Самый звездный концерт на Северном Кавказе в честь Дня столицы состоится именно здесь. Огромные экраны, камеры, установленные на высоте, позволят увидеть это зрелищное шоу не только зрителям на площадках, но и телезрителям во всем мире. С помощью специалистов ВГТРК все действо будет передаваться в режиме прямого эфира. Магомед Салтумурадов, Седамин Кусаев, Артур Яхяев. Новости. В преддверии грандиозного торжества глава республики вместе с супругой Медни Кадыровой и дочерью Айшат решил посмотреть, насколько строители готовы ко дню города. На 32-м этаже делового центра Грозный-Сити Рамзан Кадыров показывает прекрасный вид, открывающийся из окна. Путин, российский БР, Далее Рамзан Кадыров осмотрел гостиничные номера. До наступления 5 октября все должно быть готово к прибытию гостей, отмечает глава республики. Тысячи человек соберутся для того, чтобы отпраздновать День города Грозного. На улице полным ходом идет монтаж сцены. Kaç kişilik orada? 1300 aşağı yukarı. Koltuk на 400. 400 kişilik orada. Öbür tarafı 1280. На 3-м этаже глава республики решил оценить уровень обслуживания в новом ресторане. После ужина Рамзан Кадыров поставил свою оценку.
кормят вкусно, но обслуживание оставляет желать лучшего. Инспекция главы республики продолжилась на мосту. Здесь он осмотрел цветной музыкальный фонтан и сцену, где настраивают звук и свет. Глава турецкой строительной компании, ответственный за работы Альпер Сури, доложил Рамзану Кадырову, что оборудование, необходимое для сценических номеров акробатов, задержано на таможне. По его словам, у груза не было всех необходимых документов. Один телефонный звонок главы республики, и этот вопрос решен на месте. Милана Манаева, Хамзат Батукаев, Тамерлан Арсанукаев. Новости.